вообще я считаю, что, ну, естественно, это самое главное, это у нас озеро Байкал, чем мы гордимся. Потом все наши лечебные источники, все эти наши курорты дикие, вот Аршан. Потом, можно, вот сказали, Халют, да, я слышала про него очень много. Потом Кучигыр, Алханай, то есть у нас столько священных мест красивых, с красивой природой, с богатейшей. Вообще такие волшебные места сказочные, где вот человек может абстрагироваться от всего, от внешнего мира, да, и может даже прийти на какое-то время, оставить сотовый телефон и медитировать, и просто сблизиться с природой. Вот у нас мы богаты тем, что у нас такая природа, что у нас со всех сторон окружает. У нас есть и горы, и у нас есть и степи, пожалуйста, все у нас есть. Вот, может быть, у нас нет таких полезных ископаемых, как золото, например, в Якутии, зато у нас есть красивая природа. Ее, конечно, не продашь, но опять-таки мы должны радоваться и пользоваться, пока что она есть, пока у нас есть такие красивые леса, не знаю, озеро Байкал. Мы должны, ну, по крайней мере, не гадить, но все это как-то беречь, я так думаю. И я все-таки немножко с опаской отношусь к тому, что у нас Байкал таким становится, знаете, цивилизованным, таким уже каким-то отдыхом. Люди приезжают туда, должны отдыхать. Не в том смысле отдыхать, что шуметь, там, не знаю, сквернословить. Все-таки это сильное место. Там нельзя так, мне кажется, себя вести. Можно было провести где-нибудь в другом месте, хотя сейчас Байкал, мне кажется, стало такое очень модное слово, и на Западе очень многие знают. В этом плане, конечно, это большой плюс, и тоже есть минус. То, что он становится популярным. Вот.